День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. В Алекминском районе проходит долгожданное Эсэх-Аланхо при строгом соблюдении всех предписаний Роспотребнадзора и ограничительных мер. Уже без малого 4 века земля Алекмы сплачивает представителей самых разных народов. Криохранилище в толще вечной мерзлоты. Для чего это нужно и почему основной площадкой может быть только Якутия? В этом плане Якутия и Якутск, безусловно, являются одной из точек для потенциального создания такого хранилища. Как сделать северный завоз более эффективным и снизить стоимость товаров? Какой якутский опыт заинтересовал специалистов и экспертов в этом вопросе? Комплексное решение задачи, оно более эффективно, более системно и, наверное, должно привести к удешевлению поставки продукции и цены для конечного потребителя. Жара и алкоголь. Еще раз напомним любителям горячительного об их категорической несовместимости и тяжелых последствиях возлияний. На станцию скорой помощи за последние 10 дней с диагнозом тепловой удар нами обслужено 40 человек. Также мы отмечаем некоторый рост примерно на 15% обострений заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сегодня в Алекминском районе состоялось торжественное открытие долгожданного республиканского праздника Эсэх-Аланхо. Приветствуя гостей и участников, глава Якутии Айсен Николаев горячо поблагодарил всех за отличную организацию и пожелал гостеприимной Алекминской земле дальнейшего процветания. С места событий наш материал далее. В Алекминск прибыл глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Этот визит особенный Эсэх-Аланхо. Церемония открытия прошла на едином дыхании. Зрители не отрывали глаз от сцены, где разворачивалось красочное представление. Не мешал зрителям и дождь, который щедро окропил все вокруг. Тем временем глава Якутии Айсен Николаев торжественно устанавливает символ Эсэх-Аланхо Тык-Дуага. Асуохой традиционный обрядовый круг был сплетен в несколько колец. Эсэх-Аланхо состоялся. Сегодня на Алекминскую землю пришел долгожданный Эсэх-Аланхо. Он должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии мы его перенесли на год. И сегодня Эсэх состоялся. Я считаю, что очень хорошо, что сегодня как раз пошел такой легкий дождь. Это для земли, сушеной зноем, которая здесь стояла последние месяцы, тоже очень важно. И сегодня, конечно же, наш Эсэх-Аланхо, он символизирует дружбу, сплоченность всех народов нашей Якутии. И здесь, на Алекминской земле, уже почти 4 столетия вместе живут и венки, якуты, русские, представители многих-многих других народов, живут в мире, в согласии, в дружбе. И сегодня, благодаря их совместному труду, их стремлению вперед, Алекминский район является одним из тех районов, в котором мы видим и промышленное развитие, и развитие сельского хозяйства, развитие восстановления лесной промышленности. Уверен, что еще много трудовых побед будет здесь, в Алекме. И вот сегодняшнее событие, когда мы все сплачиваемся, это сплочение не только здесь, но и всей нашей Якутии в ее устремлении вперед. С праздником, с Эсэх-Аланхо! По завершении церемониальной части Айсен Сергеевич посетил ряд тюсюльге, запевателей Асуохой, аланхасутов, мастеров. Очень интересной и долгой получилась встреча с молодежью, юными журналистами и волонтерами. Из обычной встречи получился настоящий живой диалог, в котором глава ответил на большинство поставленных вопросов. И вот, поскольку Эсэх – это национальный семейный праздник, очень интересно услышать, каких традиций придерживается ваша семья. Эсэх, конечно, это мой любимый праздник. Я сколько себя помню, столько я помню Эсэх.
Вот, поэтому, конечно, у меня в семье этот праздник всегда почитался. Мой дедушка был знаменитый Алонхосуд, Тоихсуд. Он очень много вот районных эсэхов в Верхневилюске открывал. Постоянно он открывал, пока был жив. Вот. И, соответственно, для меня эсэх это, конечно, вот вся его мифология и так далее, она мне очень близка. Ну и слава богу, что и в моей семье то же самое. Мы с женой очень всегда трепетно относимся к празднику. Кроме встреч в долине Аннях, глава Якутии принял участие в церемонии подписания соглашения между Спасским муниципальным районом Татарстана и Алекминским районом Республики Саха-Якутия. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Тем временем ограничительные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции продлили на территории республики по 15 июля. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Также, согласно документу, ввелись дополнительные ограничительные мероприятия. Дополнения касаются проведения национального праздника эсэх Аланхо в Алекминском районе и 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары в Горном районе. Все участники мероприятий должны быть вакцинированными. Число участников, зрителей мероприятий не должно превышать половину загрузки объекта проведения мероприятия. Также в новом указе не допускается посещение торгово-развлекательных центров, торговых комплексов, ярмарок, рынков и предприятий общественного питания детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых. Кроме того, аэропорты в Якутске, Мирном и Удачном обязаны обеспечить измерение температуры тела прибывающих граждан. Тем временем Якутия стала единственным регионом России, где заболеваемость коронавирусом снизилась на 6% благодаря прививочной кампании и ограничительным мерам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в ряде российских регионов остается крайне напряженной. Заболеваемость в целом по стране за неделю выросла вдвое. Как подчеркнула Анна Попова, половина случаев заражения коронавирусом в России сейчас связана с заражением внутри семьи. Ну а в Якутске появятся свободные от коронавируса заведения. С 1 июля рестораны вправе не соблюдать ограничительные меры по коронавирусу при условии оказания услуг только привитым гражданам или при наличии отрицательного ПЦР-теста со сроком не более 72 часов. В так называемые ковид-фри зоны будут пускать по QR-коду, который распознается электронным устройством через портал госуслуги «Стоп-коронавирус» и подтверждает действительность получения вакцины. Или по отрицательному результату ПЦР-теста на бумажном носителе. При этом посетителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Данное условие также распространяется на работников этих организаций. 1 июля предприниматели, которые работают в ряде сфер, в том числе сфера общепита, это все рестораны, бары, ночные клубы, караоке, все, кто был ограничен рядом требований по работе, на текущий момент могут принимать посетителей без ограничений, но проверять у них наличие QR-кода или ПЦР-теста, отрицательного, разумеется. И на них никакие ограничения распространяться больше не будут. Также фитнес-клубы, спортивные объекты, крытые ледовые катки и другие спортивные объекты, указанные в данном указе, могут также принимать своих посетителей по указанным нормам. Глава Якутии Айсен Николаев провел на этой неделе заседание рабочей группы по направлению «Среднее профессиональное образование». Во вступительном слове Айсен Николаев подчеркнул, что одним из главных индикаторов эффективности системы профессионального образования является трудоустройство выпускников. Вместе с тем, анализ за последние 3 года показывает, что около 40% выпускников не могут устроиться по специальности после учебы. Это говорит о несбалансированности скорости подготовки кадров и динамики изменений в отраслях, сказал глава Якутии. Тем временем приемная кампания в алданских СУЗах стартовала, и впервые потенциальные студенты уже явились в комиссии. Какие специальности и профессии пользуются спросом у молодежи, узнали наши корреспонденты. В приемную комиссию Алданского политехнического техникума Лиза пришла вместе с бабушкой. С заполнением анкеты на компьютере девочка справляется без проблем. Бабушка оказывает в большей степени моральную поддержку. Будущую профессию Лиза связывает с энергетической отраслью, и сейчас она подает документы на поступление в техникум. Она выбрала там, где по энергетике. Потому что посоветовались, у нас знакомые есть, которые учились здесь. Ну, мой сын тут учился, конечно, 1, 2.
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, горные работы, сварочные технологии, электромонтаж. В техникуме ежегодно набор ведется на 1,5 десятка профессий. В этом году выбор для абитуриентов расширился. К имеющимся специальностям добавились новые направления. Они открылись с учетом востребованности кадров. Это связано с теми перспективными программами, которые реализуются на территории нашей республики и непосредственно на территории Алданского района. Сегодня однозначная задача, что подготовка специалистов должна быть целенаправленная для производства, чтобы они были востребованы. Приемная кампания в политехникуме началась 20 июня, и в этот же день в комиссию подошли первые абитуриенты. Заявления поступают на все направления. Школьные успехи Лизы позволяют надеяться на успешное прохождение конкурса аттестатов. У нее 4-5. Аттестат у нас очень хороший. В политехникуме набор студентов на 2021-2022 учебный год станет массовым. Ожидается, что в сентябре в аудитории придут порядка 270 первокурсников. Это количество в 1,5 раза превышает наборы предыдущих лет. Масштабный прием планируется и в Алданском медицинском колледже. Осенью белые халаты наденут 260 будущих медиков. Помимо 3 традиционных направлений, в медколледже открылись новые специальности. Но традиционно мы также принимаем лечебное, акушерское, сестринское. Обновилось у нас то, что мы вели прием на базе 9 только медсестер. В этом году мы принимаем еще и акушеров. И очень отрадно, что в этом году мы открыли новые специальности 2. Это медицинский массаж и технологии эстетических услуг. Но эти специальности пока только платно мы принимаем. Но тем не менее 50 человек мы планируем набрать. Самый массовый конкурс прогнозируется относительно специальностей, на которые прием студентов производится на базе 9 классов. Сестринское и акушерское дело пользуется у выпускниц алданских школ повышенным спросом. И очно, и очень много получаем заявлений дистанционно по электронной почте через портал Еду-Якутия.ру. Также через госуслуги у нас регистрация идет документов. В медицинском колледже прием документов продолжится до 10 августа. Затем абитуриентов ожидает, пожалуй, наиболее серьезное испытание на профессиональную пригодность. Будущим медикам предстоит пройти специальное тестирование. Отсев некоторого процента поступающих происходит как раз на этом этапе. Немного, но есть. И баллы неплохие, а вот оказывается, психологически человек не готов к получению данной специальности. У кого-то идет именно высокий уровень агрессивности, у кого-то неприятие, например, чужого, горя, боли, потому что есть люди, которые просто вроде как хотят медицину, а на самом деле медицина – это не профессия, это скорее служение, призвание, которое нужно уже быть готовым к разным ситуациям. Прием документов в алданских СУЗах ведется как лично, так и дистанционно. Приходя в учебное заведение, многие ребята и девчонки заполняют заявления и анкеты под руководством членов приемной комиссии. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В год науки Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова и якутские ученые возобновили свое сотрудничество. Главным поводом для совместной работы может послужить новый проект по строительству уникального криохранилища в толще вечной мерзлоты на 1 миллион семян. Для чего это нужно и почему основной площадкой может быть только Якутия, разбиралась Ульяна Шагина. Во время блокады Ленинграда 12 сотрудников Всероссийского института растениеводства умерли от голода, не взяв ни одно семечко из бесценной вавиловской коллекции семян. Советский ученый Николай Вавилов за всю свою жизнь собрал в хранилище знаменитого ВИРа генетические образцы семян растений со всего мира. Он думал о будущем, чтобы в случае глобальной угрозы человечество смогло возродить исчезнувшую пищу. Вообще во времена Вавилова, когда закладывалась основная коллекция, было организовано в 20-х и 30-х годах около 140 экспедиций по территории тогда Советского Союза, в том числе и с территории Якутии. Хранилище семян есть и в Якутии, правда, в более меньших масштабах, чем филиалы ВИРа. Подземная лаборатория семян на территории мерзлотки – это шахта глубиной 10 метров ниже уровня земли. Построили ее на базе старого хранилища 8 лет назад. Здесь под толстым слоем вечной мерзлоты хранятся семена различных культур 40-летней давности. Соя, горох, фасоль – это те семена, которые хранятся здесь в подземелье с далекого 1976 года по совместному проекту Якутии и Всероссийского Вавиловского института. Коллекция шахты – это 10 тысяч семян культурных растений, в основном бобовых, в герметичных стеклянных бутылках. Некоторое количество семян, оно было, доставлено
прямо самолетами, то есть она была доставлена сюда, в Якутск, и эти семена были заложены на хранение. Для Вавиловского института тогда это был экспериментальный проект. Советские ученые хотели знать, сохранит ли вечная мерзлота семена так, чтобы их можно было использовать и в далеком будущем. Как оказалось, вполне реально. Пролежав семена 30 с лишним лет, испытали на схожесть семена, и они показали больше 95-98% схожесть вот такая семян. То есть что сделано? Найдено совершенно уникальное технологическое решение, которое использует природный холод в зимний период, концентрирует его. И у нас с вами вот потребности электроэнергии это примерно около 4000 рублей в год. Я не оговорился. С якутской шахтой, по мнению ученых, не может конкурировать и мировое криохранилище на Шпицберге, где из-за деградации вечной мерзлоты и таяния ледников уже регистрируются протечки. В Якутии же такого не случится, уверяют ученые. Мерзлые толщи якутской земли – это вечная экологичная система, не подверженная никаким катаклизмам. А в зимний период происходит хладозарядка вот этого криохранилища за счет системы трубопроводов, которые сделали наши ученые и мерзлотоведы. Вот. И благодаря, значит, использованию вот этого холода постоянно поддерживается температура минус 8 градусов. Хранилище семян есть и в филиалах ВИРа, например, на Кубани. Криохранилище при минус 160 в самом Петербурге, но это энергозатратно. А в последнем случае пересев, чтобы не потерять схожесть семян, там каждые 5 лет. А в Якутии в разы больше. Когда мы говорим о хранении при минус 10, этот срок увеличивается до 20-25 лет, что, естественно, существенно снижает затраты на поддержание вот этой самой коллекции. И, конечно, использовать возможности криолитозоны, то есть вечной мерзлоты и хранения там, это очень правильная идея, и мы ее рассматриваем. И в этом плане Якутия и Якутск, безусловно, являются одной из точек для потенциального создания такого хранилища. Испытания пересевов семян уже начались. Стартовая площадка для пересева своих семян вавиловские ученые выбрали школьную лабораторию «Агрокуб» в Хатасах. На сегодняшний день у нас высажено 12 позиций: яровых, лен, подсолнуха. И по истечении 9 дней у нас схожесть составляет 30%. Ну и ожидаем хороший урожай осенью. Пока ученые просто наблюдают. Если все получится, Вавиловский институт может стать основным поставщиком своих уникальных семян. Проект нового хранилища уже есть. Ориентировочная стоимость его строительства якутские ученые оценили в 200 миллионов рублей. Ульяна Шагина, Айсена Барнашова, Джулстан Иннокентьев. День за днем. Ну а как сделать северный завоз более эффективным, снизить стоимость товаров и модернизировать транспорт для перевозок? Эти вопросы стали ключевыми во время круглого стола на площадке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в Москве. Эксперты обсудили современные практики, которые уже применяются при северном завозе, а также наметили пути дальнейшего развития, связанного со снабжением северных территорий. Какой якутский опыт заинтересовал специалистов, узнаем из материала Максима Кардозу. В нашей стране северный завоз обеспечивает жителей 25 регионов, где живет 3 миллиона человек. При доставке грузов в труднодоступные места используется около 300 судов, и каждый субъект федерации самостоятельно выполняет эти задачи. Эксперты считают, что все эти данные нужно объединить в единую систему. Программу назвали «Цифровой двойник северного завоза». Она позволит оценивать ресурсные и логистические ограничения. Например, при необходимости перекидывать в проблемные регионы дополнительные суда, оперативно решать другие задачи в режиме реального времени. Действительно, мы поставили первую, самую важную задачу – это прозрачность всех процессов, связанных с северным завозом. Для граждан, да, чтобы существовала единая статистическая система, да, информационная, и возможности для мониторинга на федеральном, на региональном, на местном уровне. Нельзя управлять тем, что ты не измеряешь, и когда у тебя нет никакой информации. Да. Когда информация есть, дальше мы будем действительно смотреть, каким образом снизить стоимость, да, завоза за счет оптимизация логистических цепочек.
Эксперты отмечают, что для оптимизации северного завоза необходимы новые законы, которые будут регулировать эту сферу. Сегодня не хватает закрепленных норм, а удешевить завоз смогут новые виды транспорта, например, беспилотники или даже дирижабли. Аэростаты способны перевозить и грузы, и пассажиров. Для них не нужны сложные взлетно-посадочные полосы. Причем такой транспорт еще и экологически чистый, что в условиях хрупкой северной природы тоже важный фактор. Дирижабль на сегодняшний момент является самым экологичным видом транспорта. Если еще раньше и все наши расчеты базировались на дизельные установки дирижабли, то сейчас мы уже видим, что это будет и природный газ, и водород, и электричество. То есть мы выходим автоматически в самый экологический вид транспорта. По мнению экспертов, необходимо внедрять и проекты по самообеспечению, например, строить на севере теплицы. Подобные примеры уже есть. Комплексное решение задачи, оно более эффективно, более системно и, наверное, должно привести к удешевлению поставки продукции и цены для конечного потребителя. Это у нас главная задача. Якутия активно участвует в совершенствовании проведения северного завоза. В нашей республике уже работают уникальные программы. Например, создаются торгово-логистические центры в Арктике, где можно хранить продукты. В регионе также используются возобновляемые источники энергии, например, ветряки и солнечные батареи. Также осваиваются проекты атомных станций малой мощности. Мы недавно заключили соглашение с Росатом Оверсис на проектирование такой атомной станции в поселке Куйга, установленной мощностью 50 мегаватт. Гибридные энергетические комплексы позволят нам значительно изменить баланс потребления топливно-энергетических ресурсов. Еще якутские эксперты предлагают субсидировать доставку лекарств и других медицинских изделий, а также создать федеральный фонд финансовой поддержки северного завоза. Эти и другие идеи лягут в основу документа, который направят в правительство и в парламент страны. Максим Кардоузу, Виктор Олесов. День за днем. Москва. Ну а сейчас небольшая пауза. В продолжении программы расскажем, как правильно и с пользой отдыхать летом, а также встретимся с талантливым нерюнгринским музыкантом. Ну а мы продолжаем. С наступлением летних дней не стоит забывать и об опасностях, которые таит в себе жара. Одна из главных – это, безусловно, употребление алкоголя. Более подробно о вреде алкоголя в жаркую погоду смотрите в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. В эти дни, когда температура воздуха бьет рекорды и жара не спадает, усиливается работа сотрудников правоохранительных органов и системы здравоохранения. Ведь высокая температура воздуха очень пагубно влияет на здоровье человека. Экстремально высокие температуры и также сухой воздух влияют на человека, конечно, отрицательно. Это может вызвать тепловой удар, а также обострение хронических заболеваний. С начала жарких дней врачи станции скорой помощи отмечают увеличение обращений населения. На станцию скорой помощи за последние 10 дней с диагнозом тепловой удар нами обслужено 40 человек. Также мы отмечаем некоторый рост примерно на 15% обострений заболеваний сердечно-сосудистой системы. Врачи сообщают, что больше подвержены к последствиям жары люди, которые употребляют алкоголь и не контролируют время пребывания на солнце. Также в такую жару не рекомендуется употребление спиртных напитков, так как это несет дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему сердца. Поэтому мы отмечаем в последние дни подъем таких заболеваний у пожилых людей в сочетании с употреблением алкоголя. Поэтому не рекомендуем людям в возрасте с хроническими заболеваниями, но также молодым, находящимся на свежем воздухе без головного убора, не в тени, на солнцепеке, ограничить употребление алкогольных напитков. Между тем, в эти дни активные рейдовые мероприятия проводят сотрудники отделов полиции. Как они сообщают, большое скопление людей в нетрезвом состоянии традиционно отмечается в районе городского автовокзала и вблизи водоемов. Довольно-таки часто подобные правонарушения бывают. Место общественное, большая посещаемость у данного объекта, так сказать. Поэтому практически ежедневно поступают сообщения о подобных правонарушениях. Кто-то составляется протокол на месте, получается, административный, кто-то направляется в медицинские учреждения, куда относится наркологический диспансер города Якутска. Тем временем в такую жару врачи рекомендуют отказаться от употребления спиртных напитков. По их словам, алкоголь и жара несовместимы. Когда человек злоупотребляет алкоголем, да, не один, не 2 дня, а несколько дней подряд, бывает
до нескольких недель. И наступает состояние, которое он уже переносить самостоятельно не может, да? То есть начинается тремор, головная боль у него, тошнота, рвота. В общем, все признаки тяжелой интоксикации. Давайте рассмотрим, как действует жара на организм человека. Так, в жаркое время в организме человека происходят следующие изменения. Это усиливается сердцебиение, расширяются сосуды, к верхней поверхности кожи повышается кровоток. Начинается активная терморегуляция, выделение пота, которое может привести к обезвоживанию. Оно наступает после приема большого объема спиртосодержащих веществ, так как в этом состоянии в летний день из организма уходит избыточная вода. Это плохо отражается на человеческом здоровье и самочувствии. Постепенно симптоматика алкогольного отравления будет нарастать. А теперь рассмотрим употребление последствий алкоголя в жару. Первое последствие – это повышение кровяного давления. На сосуды и сердце оказывается избыточная нагрузка, которая в жару и так активно функционирует для охлаждения организма. Следующее последствие – это тепловой удар. Это происходит из-за того, что почти весь объем жидкости выходит в форме мочи, а для потоотделения ее не хватает. Поэтому во много раз повышается опасность получения теплового удара. Далее меняется естественная терморегуляция, которая ухудшается мочегонным действием спиртного и ускоряется обезвоживание. Между тем, врачи-наркологи отмечают, что у людей, употребляющих в жаркую погоду спиртные напитки, часто начали диагностироваться серьезные психоневрологические отклонения. Поэтому они настоятельно рекомендуют в жару не пить алкоголь. Не нужно забывать, что опасность алкоголя заключается в биохимических процессах, физиологии. Его также нельзя сочетать с активным спортом. Берегите себя, носите головной убор, пейте побольше простой воды и одевайтесь по погоде. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Вместе с тем, долгожданное лето приносит не только тепло, но и ряд бытовых проблем. В июне ежегодно зацветают тольниковые ивы, пух от которых доставляет массу неудобств жителям городов. О том, как борются с проблемой в Якутске, в материале Петра Васильева. Тот самый пух, воспетый в 90-х, заставляет жителей Якутска прослезиться не от ностальгии. Это настоящее испытание для аллергиков и горячая пора для коммунальщиков. Сугробы летнего снега метут, деревья рубят, но каждый год все повторяется заново. Если жители центральных городов России летом страдают от цветения тополя, то в нашей республике летняя пора неразрывно связана с цветущим тольником. Его пух летает в воздухе, оседает на тротуарах, проникает в дома и автомобили. И даже может нарушить работу кондиционеров и систем вентиляции. Аллергию вызывает. Я вообще на таблетках от этого пуха. В квартире просто снег. Просто снег. Залетает в квартиру к нам и мешает ребенку. Мешает дышать. Страшно. Вдруг глаз попадет. Сегодня неприхотливое дерево растет почти в каждом втором столичном дворе и практически на всех улицах города. Поэтому с приходом мая и июня горожане начинают наблюдать у себя в квартирах небольшие сугробы летнего снега. Ранее власти города ввели борьбу с тольниками, однако сейчас все работы приостановили. В принципе, если где требуется, в центре города можно проводить работы по обрезке тальников, либо по вырубке, но нужно учесть, что вырубка требует компенсационной посадки. То есть, когда происходит вырубка одного тальника, нужно посадить два дерева. То есть, либо это береза, либо это лиственница. Нужно уже смотреть, что у нас в наличии есть. То есть, у нас в планах, в принципе, есть такие мероприятия именно по замене тальников на другие культуры. Как отмечают специалисты, цветут и распространяют пух не все деревья, а исключительно женские особи. При этом сам пух аллергеном не является. Он собирает на своей поверхности пыльцу других растений и трав, которые вызывают негативные реакции у человека. В этом году у нас запланированы посадка берез, лиственниц, сосен из кустарниковых насаждений. Это будут боярышники, желтые акации. Из деревьев также местами посажены яблони. Для того, чтобы обезопасить себя в период цветения тольника, специалисты советуют реже выходить на улицу в сухую и жаркую погоду. Не допускать попадания пуха в помещение. Здесь хорошим помощником станут москитные сетки. Регулярно проводить влажную уборку, а при выходе из дома не забывать надевать маску. В случае сильной аллергической реакции необходимо срочно обратиться к врачу. Петр Васильев, Александр Нестеров, Джулстан Иннокентьев, Якутия. День за днем.
Ну а самым беззаботным времяпрепровождением во время долгожданных летних дней могут похвастаться, конечно, дети. Детская оздоровительная база «Алмаз» в Ленске приняла отдыхающих. Вчера 200 юных ленчан отправились отдыхать за город в самое живописное место. Для ребят это значимое событие, его всегда они ждут с нетерпением, ведь это возможность провести лето весело в кругу своих сверстников. Организаторы обещают, отдых будет интересным и запоминающимся. Полина Бутакова приезжает в лагерь «Алмаз» ежегодно. Представить свое лето без привычного отдыха на базе уже не может. Организованный досуг, различные развлекательные программы и много дискотек ожидает девочка от предстоящего отпуска. Очень жду много дискотек, танцев. Мне очень нравится этот лагерь. Тут очень хорошие вожатые каждый год тоже. Очень хорошо кормят. Медпункт тут тоже хороший. Бассейн тоже, да, мне очень нравится. Надеюсь, что будет весело. А вот Михаил Паснов в лагерь приехал первый раз. Путевка мальчику досталась бесплатно от районной администрации. Получил он ее за успехи в учебе. Мальчик уверен, что здесь ему понравится. Я хочу, чтобы что-нибудь, допустим, был какой-нибудь концерт у нас, допустим. Открытие там или не знаю. Вот. А как твое настроение сегодня? Хорошо. Хорошее настроение. В день заезда на лице детей светились улыбки. Все они были довольны и счастливы. Погода тоже сопутствовала их настроению. Поэтому, оставив вещи при входе в корпус, все отряды вышли на улицу, где в процессе игры познакомились друг с другом и с вожатыми. Он учится во второй большой школе. 6-й класс. Адрес его говорит. Адрес. Как и в предыдущие годы, в лагере работает педагогический отряд из города Новосибирска «Стрекоза» в составе 18 человек. Они организовывают для ребят работу кружков, рисования, танцев, футбола. Вожатые приготовили насыщенную программу. Каждый день до конца отдыха буквально расписан по часам. Большие игры, большие спортивные мероприятия, досуговые, творческие, много людей, много номеров. Все классно. Тематика первого сезона какая? Наша смена называется «Мир твоих возможностей». Она посвящена путешествиям в разные галактики. Отряд «Стрекоза» будет работать в лагере все 3 сезона. Приезжают в Ленск ребята не первый раз. Для них это хорошая возможность заработать и отдохнуть одновременно. Руководит педагогическим составом главный методист Валерия Симанская. Некоторые из нас, в том числе я, закончили вуз и работаем уже в образовательном учреждении города Новосибирска. Остальные ребята – студенты педагогического университета. А почему вы решили приехать к нам? По зову сердца. За каждым отрядом закреплен воспитатель. Ими являются ленские педагоги. Также в оздоровительном лагере работают сотрудники спорткомитета. Они контролируют детей в бассейне и ведут спортивные кружки. Кормят ребят опытные повара. Они обещают, что меню будет разнообразным, полезным и вкусным. Убедился в этом и глава района. Жумар Тулейманов в день заезда пообедал с ребятами и по достоинству оценил работу в кухне. Также глава осмотрел территорию лагеря и рассказал, что сотрудники СРГ и подрядных компаний подготовили лагерь к открытию на все 100%. Сама территория тоже подготовлена, котельная, бассейн в полном объеме. Мы сегодня готовы к открытию. На самом деле это для нас, как для района, знаменательный день. Это первый раз в истории мы запускаем свой собственный пионерский лагерь. Из-за того, что в прошлом году мы получили от Алроса. Глава района сегодня уделяет огромное внимание работе лагеря, держит все дела на личном контроле и находится постоянно на связи с новым руководящим составом. Кстати, он тоже в связи с передачей оздоровительной базы в ведение района поменялся. Теперь руководит базой перспективные молодые люди, полные новых идей и огромного желания трудиться. А это значит, что грядут большие изменения, и они однозначно будут в лучшую сторону. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Бывший нерюнгринец, а ныне звезда российского масштаба Виталий Будяк приехал на свою малую родину. Ирина Кичигина не смогла остаться в стороне и встретилась со своим знаменитым земляком, чтобы узнать, как складывается его творческая жизнь за пределами Якутии. Виталий Будяк – это потрясающий гитарист-виртуоз, композитор, который пишет музыку невероятной красоты. А начиналось все в якутской тайге, в походах, на сплавах, вместе с единомышленниками, вдохновлялись красотой природы, простором и общением друг с другом. Были песни у костра и на берегу рек. Все здесь, всего в изобилии. Я услышал гитару, было мне лет 12, влюбился, сильно влюбился. И начал осваивать, сам смотрел, как ребята играют, поют песни, подбирал. И таким вот образом
развивался. Самое сложное было – это поверить в свои силы как настоящего творца и музыканта. В детстве в музыкальную школу Виталия не приняли, и он увлекся спортом. Но душа все равно требовала полета. Как следует подготовившись, Виталий поступил в музыкальное училище, а потом в консерваторию. Далее музыканта заметили на московском конкурсе «Музыка в метро», где, обойдя тысячи претендентов, он получил возможность выходить на более широкую публику. Мне повезло, дали аккредитацию, я вышел в метро, ну и на улицу, соответственно, и начал как бы играть. Дальше больше. Начались нюансы оттачивания там, стиля, техники, репертуара, внешнего вида, подачи. То есть здесь много-много в этой цепи звеньев. Да, и постепенно я понял, что нужно, как подавать свою музыку, что людям нравится, от чего они убегают. Вот. И, соответственно, скорректировав это все, начало собираться много слушателей вот именно на уличных моих выступлениях. Благодаря своему таланту Виталию удалось покорить сердца тысяч поклонников инструментальной музыки. Та энергетика, которой Виталий заряжает слушателей, не оставляет равнодушным ни одного ценителя музыкального искусства. Свидетелем Будика, как сказал один из его подписчиков на Ютубе, я стал 4 года назад, когда Виталий приезжал в город и играл здесь на крыльце Дома культуры. Знаете, как говорят, наши любимые книги – это те, которые отражают мысли, которые мы не высказали. Вот с музыкой, наверное, то же самое. Наверное, так звучит моя собственная душа. И лично для меня его музыка – это что-то сакральное, что-то глубоко личное. И всегда очень-очень светлое и положительное, никогда тревожное. Когда нужно поднять настроение, всегда слушаю Будика. Во всех творческих порывах поддерживает музыканта его супруга, с которой они вместе уже более 18 лет. Она не только его муза, но и составляет с ним прекрасный творческий тандем. Мы и альбом записывали вместе, и концерты играли вместе. Ну и по сей день, как бы даже если я не звучу в его музыке физически, то есть я все равно там присутствую и там как-то пытаюсь помочь. Сейчас Виталий расширяет границы своего творчества и уже написал несколько песен. Ты небо, ты земля, ты снаружи, ты внутри, ты прости и защити. Мы гордимся нашим талантливым земляком и с нетерпением ждем его на сцене нашего города. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.